Я думаю, что мы абсолютно созрели для того, чтобы я даже вот не будучи юристом, но выбрала вот как бы такую юридико-правовую ипостась и как бы приуготовила нас всех к выступлению, которого мы все ждали, нашего дорогого Аюба Гагиева, который, я думаю, что и в связи с договором по чеченской проблеме, и по сегодняшней ситуации, возможно, прокомментирует или поделится своими размышлениями о наших тревогах, верны ли наши тревоги в ожидании вот такого же несправедливого договора по Северной Осетии, по пригородному району чеченскому. Пожалуйста, Аюб. Я тоже хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить организаторов этого мероприятия. Я в первый раз, конечно, участвую здесь, в Москве, в таком формате. Действительно очень важно, что сегодня присутствует очень много и молодежи, и мы не забываем о тех трагических страницах истории. Люди не должны забывать и о хорошем, и о плохом. О плохом тем более нельзя забывать. Почему? Потому что если ты забудешь о плохом, то оно повторится через определенное время, к сожалению. Из плохих страниц, из трагических страниц все-таки важно, на мой взгляд, извлекать уроки. Зачем нужно эти уроки извлекать? Для того, чтобы предотвратить повторение таких трагедий в будущем. И намечать те меры, какие-то определенные мероприятия, решения принимать, чтобы можно было потом препятствовать, превентировать какими-то вот такими мерами профилактическими возможные неблагоприятные вот такого же рода события в будущем. Касаясь вот трагедии осени 92 года, цигвей бейне порцию балждукнах бадал ештол царя, да, это был дверь замок белый. Нам нужно признать, и власти региональные в первую очередь, и обществу нашему, что спросить себя первое, а сделали ли мы достаточно для того, чтобы, во-первых, для поиска без вести пропавших, для восстановления памяти, и, точнее, для установления точных обстоятельств гибели этих людей, вообще для расследования в целом вот этой трагедии 92 года. Вот один пример приведу. Да, понятно, да, что делает власть, я много лет работаю во власти, чиновники выполняют определенные какие-то установки, которые им дают, не более того. А что тогда должно делать общество, если власть бездействует? Общество должно самоорганизовываться. Давайте зададимся вопросом, а есть ли у нас хоть одна общественная организация в Ингушетии или в России, которая занимается проблемами беженцев из пригородного района? Нету ее. Тогда давайте зададимся вопросом, почему ее нету? Что нам мешает ее создать и наладить ее работу? Ничего не мешает, кроме нашей безответственности и нежелания. То есть мы не только должны критиковать власть, чиновников и так далее, мы должны смотреть на себя и думать над тем, что мы делаем и как мы делаем для того, чтобы себя сохранить, для того, чтобы оградить в будущем себя от подобных трагедий. И если мы такие решения не будем принимать, я говорю именно об обществе, о людях, о гражданском обществе, тогда нам будет очень тяжело в будущем. Совсем недавно, опять же, касаясь этой проблемы и последствий событий 92 года, изучая документы, я обнаружил, что, точнее, пришел к выводу, что те множество нормативных и ненормативных правовых актов, которые были приняты, начиная, может быть, не только с 1944 года, мы когда говорим о прошлом нашего народа и о репрессиях, мы обычно начинаем говорить о 1944 году. А на самом деле эти незаконные решения, незаконные акты, противоправные, нарушающие коренные права и интересы нашего народа, их начали принимать гораздо раньше.
И теперь вот мы с коллегами задались вот такой целью, и мы сформировали определенную экспертную группу из числа наших юристов. Я разговаривал по этому вопросу и с Бексолтом Сайнероевым, и с Мочкой Султыговым, Султан Ерезейтом, это наши доктора наук, профессора, другими коллегами. И мы договорились, что мы ее создали, в принципе, экспертную группу. У нас есть такая общественная организация, как Ингушское региональное отделение Ассоциации юристов России, которую я тоже возглавляю. И в рамках деятельности этого регионального отделения мы создали экспертную группу, и мы поставили перед собой такую цель. Мы должны подготовить, может быть, до конца года мы сумеем это сделать, мы должны подготовить экспертный доклад и дать общественную правовую экспертизу всех правовых актов, принятых органами власти Союза СССР, РСФСР, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нарушающих права и законные интересы ингушского народа. И начиная аж с 1924 года. Я думаю, что в ближайшее время мы эту работу, мы придем к определенному результату, мы обязательно, как только будет этот доклад подготовлен, его обнародуем, если будет возможность, опубликуем, для того, чтобы на будущее, любой человек, любой гражданин мог посмотреть, увидеть, вот этапы вот этой политики, связанной с ущемлением, с нарушением прав, свобод ингушского народа. Вот есть множество других мер, которые мы можем и должны принимать. Во-первых, чтобы мы действительно до конца добились и на государственном уровне, если нужно, и на межгосударственном уровне расследования событий 1992 года и того, чтобы была дана все-таки наконец-то правовая оценка. Если на государственном уровне добьемся, то замечательно. Если не добьемся этого, то хотя бы на общественном уровне мы должны добиваться, сделать все возможное, что в наших силах, чтобы дать конкретную правовую оценку этим событиям, и чтобы мы на будущее, на поколение вперед знали, что произошло, кто сотворил вот эту этническую чистку и массовое нарушение прав граждан, и какие последствия наступили для нас, для нашего народа в результате этих страшных событий. Я надеюсь, что и здесь наши соотечественники, те, кто в Москве, и наша, в первую очередь, молодежь, тоже не останется в стороне от этого процесса. И я назвал лишь только одно небольшое мероприятие, одно из, скажем так, направлений, которым мы можем работать для того, чтобы восстановить права и народа в целом, и конкретных людей. Опять же, касаясь событий, даже больше последствий событий осени 1992 года, очень мало и крайне недостаточно мы работали и до сих пор не принимаем должных мер с международно-правовыми институтами. Да, у нас возникала проблема, вот вы сейчас в докладе об этом затрагивали, Мариам, по поводу обращения в Европейский суд по правам человека. Это было связано с тем, что Россия ратифицировала соответствующую Европейскую конвенцию только в 1998 году, и там возникали вопросы подсудности обращений и наших жалоб к Европейскому суду. Но есть такой очень, может быть, это и не судебный орган, это квазисудебный орган, есть такой орган, как Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека. Мы практически не используем потенциал возможностей этого органа. Мы не используем возможности международных правозащитных организаций, поскольку многие вещи действительно для нас сложно, поскольку реально осилить, тем более на международном уровне довести до сведения международной общественности об этих проблемах, то, конечно, мы нуждаемся в помощи и поддержке и этих организаций, и специалистов в области международного права, чтобы мы могли в сконцентрированном виде подготовить необходимые документы, материалы и направить их в соответствующие международно-правовые инстанции. Над этим, я думаю, в будущем надо работать. И в первую очередь надо думать молодежи, в первую очередь моим коллегам, юристам, тем, кто учится, тем, кто закончил, думать над этим, как мы будем это делать и что мы будем делать конкретно. Вот это то, что касается моей мысли по поводу событий
92 года. Конечно, можно говорить очень долго. Я думаю, каждый присутствующий, даже у молодых людей совсем, тех, кто родился даже после событий этих, есть что сказать об этом, но важно немного говорить, на мой взгляд, а важно, что мы будем делать и каким результатом придем в будущем. Выше обозначили вопрос, связанный с событиями 2018 года. Это уже свежие события, да, и это опять еще раз ставит перед нами вопрос о том, как наше общество реагирует на те события, которые происходят с нашим народом и с теми нарушениями прав и законных интересов ингушского народа. Я абсолютно убежден в том, что для любого ингуша главной целью, общенациональной целью должно быть сохранение и развитие республики. С моей точки зрения нет ничего более важного для народа, для общества в целом, чем то, чтобы у нас республика, та республика, которую мы с огромными усилиями, огромными стараниями ее создали, чтобы эту республику сохранить и развивать, чтобы мы имели перспективу, чтобы молодежь имела перспективу. И вот в ряду вот этих событий, которые непосредственно покушаются на государственность республики, и такими событиями вот так можно оценить, охарактеризовать то, что произошло в 2018 году осенью. Это злополучное соглашение о границе с Чеченской республикой. Так получилось, что вот этих событиях, связанных с определением границ, с этими всевозможными переговорным процессом, вот я принимал в этом самое непосредственное участие, еще и потому, что в конце 2008 года, после выхода известного федерального закона 207-го о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, была создана у нас в республике комиссия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по определению границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. И так получилось, что все 10 лет существования этой комиссии единственным человеком, который неизменно оставался в этой комиссии, был я. Все там менялись, председатели менялись, члены комиссии менялись, у нас чиновники меняются достаточно много. Поскольку я оставался в должности своей, скоро срок полномочий моих заканчивается в декабре, все эти больше 9 лет я был членом этой комиссии, непосредственно знаю весь ход этого процесса, связанного с подготовкой документов, с анализом, с тем, как мы устанавливали муниципальные границы. Вот несколько тезисов хочу высказать. В 2008 году, в конце 24 ноября 2008 года, муниципальные границы. Более того, мы обязаны были определить на своей территории статус, придать населенным пунктам статус муниципальных образований и между ними произвести размещение. И тогда, конечно, опять возник вопрос, и многие помнят, особенно наши старейшины помнят, тот съезд народа Ингушетии, который был создан в январе 2009 года по этому вопросу. И тогда тоже были разные мнения, что делать и как поступить. По сей день раздаются некоторые голоса, утверждения, что нам нельзя было принимать в 2009 году известный наш республиканский закон о границах муниципальных образований, закон 5 РЗ. В этой связи возникают два вопроса. И я их адресую тем, кто мне лично никто не задавал, но я просто, может быть, предвижу это и читал и в сети интернет, и в средствах массовой информации, тем, кто задает эти вопросы. А что было бы, если мы не приняли бы этот закон? Там два закона было принято, 5 РЗ, 6 РЗ. Один закон устанавливал непосредственно границы и статус определял муниципальных образований, второй закон определял порядок формирования органов местного самоуправления.
что в юридическом плане изменилось бы, в плане того, что мы смогли бы отстаивать дальше свои интересы, права, непримимы эти законы. Это раз. Второе. Чисто юридически я знаю, какие последствия наступили бы. И мы тогда их анализировали, когда принимали эти законы. Ведь не просто было взять на себя эту ответственность и пойти на этот шаг. А тогда действовало, опять же, вот в другом федеральном законе, мои коллеги могут посмотреть, 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Там были специальные нормы, которые определяли, что если субъекты, в том числе и Республика Ингушетия, не определяют свои муниципальные границы, то это делает Министерство регионального развития Российской Федерации. Было такое министерство тогда. И это министерство было наделено полномочиями. В том случае, если субъекты не принимают необходимые законы, они своим приказом наделялись правом установить эти границы. Более того, на тот момент мы ездили в это министерство. У нас тогда председателем правительства был Гайсанов Рашид Ахаевич. Мы с Рашидом ездили в Министерство регионального развития, встречались с заместителем министра регионального развития, была такая Ракова. Она сейчас работает заместителем мэра Москвы. И нам было сказано, что если в установленный срок вы эти законы не примете, Республика Ингушетия, то соответствующий проект приказа региона готов. И определение муниципальных границ будет произведено приказом Министерства регионального развития, и причем они пошли бы по самому легкому и простому пути. Просто определили бы имеющиеся на тот момент в общероссийском классификаторе административно-территориальных образований, АКАТа, так называемые, населенные пункты, и придали бы им статус и определили бы так границы, как они посчитали бы нужным. Вот что нас ожидало в том случае, если бы Республика Ингушетия не приняла бы эти законы, и что мы предотвратили. Да. И почему вот одной из причин, наряду вот с требованием вот этого федерального закона, было принятие вот этого нашего республиканского закона. Более того, и Конституция Российской Федерации, и Конституция Республики Ингушетия требуют, предусматривают, что должны действовать одним из уровней власти публичной, должны быть органы местного самоуправления. У нас на 2009 год органов местного самоуправления республики не было, вся вертикаль власти была исполнительной властью, они назначались указом тогда президента, а сейчас главы Республики Ингушетия. Эту систему мы должны были привести хотя бы для того, чтобы не нарушать Конституцию собственной республики, привести в соответствие и принять соответствующий закон. Что произошло потом, если вот так тезисно пойти по этой проблематике? Причем вот когда мы устанавливали вот эти муниципальные границы, мы использовали что? Те материалы, которые на тот момент уже были. Вот если мы говорим сейчас чисто о вопросе с границей с Чеченской Республикой. Чеченская сторона приняла закон о муниципальных границах раньше нас. Чеченская сторона раньше Республики Ингушетия разработала и утвердила свою схему территориального планирования. Есть такой документ, который принимается в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. И эту схему они еще в 2008 году направили на согласование правительства Республики Ингушетия. И границы между Республикой Ингушетия, сопредельные границы двух муниципальных районов Республики Ингушетия и Чеченской Республики были обозначены как те границы, которые существовали между Сунжинским и Ачхой-Мартановским районом бывшей Чеченской Ингушетии, за одним исключением. Основываясь на протоколе Кадырова-Зязикова 2003 года, они включали в состав своего Сунжинского района населенные пункты Серноводск и Асиновскую, а во всем остальном граница была очерчена как граница между двумя районами, Сунжинским районом и Ачхой-Мартановским районом Чеченской Ингушетии. И точно так же эта граница была и не воспроизведена в законе своем 6 РЗ Чеченской Республики. И мы, когда устанавливали нашу границу Сунжинского района, сопредельного с Ачхой-Мартановским и одноименным Сунжинским районом Чеченской Республики, исходили из той границы, которая на тот момент сложилась. И никаких споров на тот момент, никаких требований от органов власти соседнего региона, потому что
мы якобы каким-то образом неправильно определили эту границу, не было. Первые вот эти требования, претензии появились спустя 1,5-2 года, и они были связаны с тем, что якобы в состав Судженского района мы необоснованно включили участок лесного массива, это примерно 18 с лишним тысяч гектаров земли, которые в 1983 году были переданы для пользования из состава Судженского лесхоза в состав Ачхой-Мартановского лесхоза приказом Минлесхоза РСФСР. Вот речь шла об этой территории, что якобы, поскольку лесной массив закреплен за Бамутским лесничеством Ачхой-Мартановского лесхоза, что это, они полагали, территориально должна относиться к Чеченской Республике. Они обращались с соответствующими письмами в федеральные ведомства, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство природных ресурсов. У нас все эти документы есть. И есть заключение этих ведомств о том, что эти требования не обоснованы, о том, что передача земель лесного массива в пользование от одного субъекта хозяйствующего другому субъекту никак не влечет изменений границ между субъектами и даже районами. И здесь федеральный центр на тот момент эти попытки не поддержал и отклонил. Затем в 2012 году соседний субъект наш принимает закон, которым указывает, что целый ряд муниципальных образований, входящих в состав Республики Ингушетия, они объявили, что это муниципальное образование Чеченской Республики. К сожалению большому, органы государственной власти Республики Ингушетия не приняли должных мер по оспариванию этого закона. Были отдельные попытки, там, в частности, парламентом направлялось обращение в Генеральную прокуратуру, но дальше этого ничего не было сделано. Более того, были предложения с нашей стороны о том, чтобы, поскольку вот такое принято совершенно вопиющее с правовой точки зрения и необоснованное и несправедливое решение, то принять и в качестве ответной меры соответствующий закон Республики Ингушетия внести изменения и закрепить те населенные пункты, которые исторически и юридически принадлежали Республике Ингушетия, в частности и Асиновскую, Серноводск, Бамут и другие населенные пункты, их требовать возвращения в состав Республики Ингушетия. Этого сделано не было. И вот в 2018 году вот, в таком скоропалительном режиме, непонятно, чем это было обосновано, во всяком случае, я не знаю, я не видел никаких документов. Много раз до тех событий общался с руководителями республики. Никто мне так и не смог вразумительно объяснить, чем вот, мотивировано было вот, заключение вот этого соглашения 26 сентября 2018 года. Вот появилось вот это соглашение. Затем последовало, как вы помните, обращение группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия в Конституционный суд Республики Ингушетия. И 30 октября 2018 года мы разгласили постановление. Я уже говорил, средства массовой информации по данному постановлению. Здесь все было очевидно. Абсолютно очевидно. Я абсолютно со всей ответственностью могу заявить, что в соответствии с законом Республики Ингушетия о референдуме Республики Ингушетия такое соглашение не могло быть утверждено Народным собранием Республики Ингушетия. У них не было полномочий принимать этот закон. Только на референдуме Республики Ингушетия путем голосования народ республики мог принять соответствующее решение. Этот закон до сих пор действует, несмотря на попытку, провалившуюся его изменить в марте 2019 года. И этот закон четко, однозначно предусматривает, что изменение территории или границ Республики Ингушетия влечет необходимость утверждения такого соглашения на референдуме. Наши оппоненты, и в том числе коллеги наши из Федерального конституционного суда, заняли такую позицию, что речь идет не об изменении границ, а об установлении границ. А никто не спорит с этим тезисом.
Мы не говорили, мы не вдавались в Конституционный суд Республики Ингушетия в проблематику установления или изменения границ. Мы говорили о том, что изменяется территория Республики Ингушетия. Она уменьшается, причем существенно уменьшается. А нам могли, хотя прямого нет, ничего об этом не говорит и Конституционный суд, и другие, кто высказывался по поводу этого решения, что территория, она якобы не определена. Ничего подобного. Территория определена. И это следует из закона, опять же, 131 федерального закона, который четко говорит, что территория субъекта Российской Федерации разграничивается между территориями поселений. Там есть прямая, четкая, ясная норма об этом. Мы разграничили территорию, та, которая на момент принятия закона находится под юрисдикцией Республики Ингушетия. Мы ее разграничили в 2009 году между муниципальным образованием. Она изменилась в результате подписания соглашения 2018 года? Однозначно изменилась. Следовательно, не касаясь вопроса изменения или установления границ, уменьшение территории Республики Ингушетия влечет необходимость утверждения такого соглашения только на референдуме. Второе принципиальное основание принятия этого решения – то, что при изменении территории муниципальных образований Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Ингушетия, федеральный закон, республиканский закон требуют учета мнения населения этих муниципальных образований. Никто при подписании соглашения в 2018 году мнение наших населения тех муниципальных образований, территории которых изменились, не спрашивал и не выявлял не только даже население, но даже представительных органов этих муниципальных образований. Ни одном муниципальном образовании этот вопрос не был рассмотрен, и представительным органам не было дано согласие на изменение территории. И третье принципиальное основание принятия этого решения, оно заключается в том, что при принятии Народным собранием Республики Ингушетия закона об утверждении соглашения были грубым образом нарушена процедура принятия этого закона. Никогда, я вас уверяю, я смотрел специально, ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации, ни в современной России ни один закон не был принят тайным голосованием. Вот если вы найдете, поищите, скажите мне, когда какой закон был, начиная с того момента, как в России начали приниматься законы Государственным Советом, по сей день, чтобы один закон был принят тайным голосованием кроме этого закона. И не было этой нормы, и нет до сих пор этой нормы в регламенте Народного собрания, которая допускает возможность принятия закона тайным голосованием. Это раз. Второе, поскольку из нашего первого тезиса о необходимости проведения референдума вытекает, что парламент вообще не правомочен этот вопрос рассматривать, то есть сам закон принятия его является абсолютно с правовой точки зрения нелегитимным. Вот поэтому Конституционный суд Республики Ингушетия принял то решение, которое было принято. И тут после того, как мы все знаем прекрасно, что после этого последовало обращение главы Республики Ингушетия в Конституционный суд Российской Федерации, который фактически обжаловал решение Конституционного суда Республики Ингушетия, чего делать по закону нельзя. Но наши коллеги почему-то этот запрос рассмотрели и приняли вот то решение, которое было оглашено 6 декабря 2018 года. И в этой связи возникла очевидная правовая коллизия. Какая коллизия? Дело в том, что в соответствии с Федеральным конституционным законом о судебной системе Российской Федерации решения, принятые конституционными уставными судами субъектов Российской Федерации, не могут быть пересмотрены единым судом. Просто не могут быть. Ни Конституционным судом Российской Федерации, ни даже Европейским судом, никем. Таков закон. И пока этот закон не изменен, то никто не может принимать там решения. Они себе это право придумали, они часто такое делают, кстати, и написали издали это решение. С юридической точки зрения абсолютно ничтожное решение. Теперь возникает вопрос, а действует ли в связи с принятием Конституционным судом Российской Федерации то решение, которое было принято Конституционным судом Республики Ингушетия? Отвечаю, действует.
оно никуда не делось, его никто не отменял, его никто не может лишить юридической силы. И с этой точки зрения, поскольку я говорю чисто о юридической стороне вопроса, а не о фактической, и в этой связи, поскольку закон Республики Ингушетия был признан несоответствующим Конституции Республики Ингушетия, а решение Конституционного суда Республики Ингушетия вступает в силу немедленно после его провозглашения, а провозглашено оно было с 30 октября 2018 года, то с этого момента, с того дня, этот закон является ничтожным и не имеющим юридической силы. Следовательно, то соглашение, которое подписано в 2018 году главами Чеченской Республики, Ингушетии Чеченской Республики, оно не имеет юридической силы. Кто бы, что бы, какие документы по нему не принимал. Это чисто правовая точка зрения. Я, конечно, не могу говорить о политической составляющей, мой судейский статус меня в этом ограничивает. Я говорю чисто о юридической стороне вопроса. И наша задача в первую очередь и Института гражданского общества, чтобы мы заняли вот такую принципиальную, однозначную, четкую позицию. И ни в коей мере от этой позиции не отходили. Кто бы что нам не навязывал. Что касается вопроса, который тоже Марьям в докладе озвучила, и предварительно этот вопрос передавал Ибрагим Хастоев, по вопросу, связанному с возможностью объединения субъектов, укрупнения регионов. С точки зрения закона все ясно и понятно. Здесь очень легко можно любому человеку объяснить. И есть действующий федеральный конституционный закон о порядке принятия в состав Российской Федерации и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Этот закон прямо предусматривает, что возможность объединения, причем, что удивительно, этот закон допускает только один вариант образования нового субъекта путем объединения. Ну и в этом случае закон прямо предписывает, что должны быть проведены референдумы во всех объединяемых субъектах. То есть без референдума на сегодняшний день никакое решение по вопросу объединения быть принято не может. Что будет сделано на практике, я не берусь сказать. В нашей стране возможно все что угодно. Допускаю, что при необходимости очень быстро пересмотрит этот федеральный конституционный закон, что у нас делается со стремительной скоростью коллегами Алихана в Госдуме, и закон быстро претерпит изменения. Вполне этого можно ожидать, если будет какая-то политическая воля на это. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Но в любом случае, я абсолютно убежден в том, что если наш народ будет занимать принципиальную, однозначную позицию по сохранению своей государственности, то, я думаю, любые варианты возможные нашего с кем-то объединения, присоединения и так далее, они будут обречены на провал. И я очень надеюсь, что в этом самом важном и значимом для нашего народа вопросе у нас будет полное единство. Дякую.